Секс – это вечная тема споров для современных кыргызстанцев. Его уже, слава богу, не отрицают, но при этом одни горячо доказывают, что менталитет кыргызов не приемлет говорить о сексе открыто, а другие утверждают, что народ надо просвещать в этом вопросе. Сейчас эта тема вновь обсуждается в республике из-за обычных брошюрок о половом воспитании. Их напечатали специально для подростков, чтобы они узнали о ранней беременности и инфекционных заболеваниях не от подружки, а из брошюры. В Кыргызстане до сих пор внебрачные сексуальные отношения осуждаются и считаются аморальными. Однако, по статистике, для большинства подростков средний возраст начала сексуальной жизни около 15 лет. Из-за отсутствия сексуального образования подростки часто сталкиваются с ранней беременностью и различными инфекциями. Мы никогда не разговариваем об этих вещах дома. Не принято говорить о таких вещах в семье. Возможно, меня родители так учили или общество так учит. В общем, я сохраняю традиции, что до замужества нельзя заниматься сексом. Ну, это, видите, это не только от меня зависит, сделали бы я аборт. Если бы парень на тот момент предложил бы мне замужество, я бы вышла бы. 10 лет назад Альянс по репродуктивному здоровью создал информационные брошюры о половом воспитании, чтобы хоть как-то информировать подростков. Проект этот объединялся одной идеей. Собираются вопросы молодых людей в области их полового развития, и профессионалы отвечают на эти вопросы, то есть те вопросы, которые волнуют именно эту молодежную аудиторию. И затем они получают адекватные профессиональные ответы в виде брошюр, где сам вопрос звучит и непосредственно ответ. Эти брошюры вызвали волну негодования у некоторых активистов и религиозных деятелей. Люди перестали бояться Бога и идут на аморальные поступки. Например, религия говорит девушкам, что они должны хранить свою девственность до замужества. О гоноррее и речи быть не может. А сейчас нам распространяют эти брошюры. Говорят, свободно пользуйся презервативом и занимайся сексом с кем попало. Вот тогда появляются гоноррея и сифилис. Некоторые общественные деятели считают, что эти печатные материалы подрывают нравственность молодежи и агитируют внебрачные связи. Здесь не учтены наш менталитет, наши взаимоотношения. Это же тонкая материя, понимаете? Также здесь говорится, у всех людей, в том числе и подростков, есть данная потребность в сексе, которая увеличивается по мере полового развития. Кроме того, заниматься сексом приятно. Это не агитация? Пока общественные деятели дискутируют о доступе подростков к сексуальному образованию, школьники находят информацию сами. Изучали, но там про это не проходили. Может, еще не надо спрашивать такое? Пока в 10 классе нет, может, в 11. В интернет-клуб пошел ребенок и написал, что такое секс. И там очень, вы понимаете, да, там какой широкий выбор информации, и человек просто, ребенок, который еще не умеет анализировать, не понимает, он не может понять, что есть вот нормально. Из-за нескончаемых дебатов о том, в каком объеме и в какой форме молодые люди должны получать информацию о своих репродуктивных правах и здоровье, брошюры Альянса были запрещены для распространения в школах. Детей уже с детства была возможность получать информацию, и опять говорят, с детства сразу страшно. Как это? В детстве сразу рассказывают про сексуальные практики? И опять это почему? Потому что мы не понимаем, что сексуальное образование – это не только сексуальные практики. Сексуальное образование – это огромное количество вопросов. Да? Почему мы не можем рассказывать о физиологии, да, об анатомии, начиная с ранних лет? И сторонники, и оппоненты брошюр по репродуктивному здоровью соглашаются только в одном, что молодежи необходимо предоставить сексуальное образование.